Это жители Джалалабадской области, которые много лет мечтали увидеть цветок айгуль. Раньше они любовались этим редким цветком только по телевизору. Мы давно мечтали увидеть этот редкий цветок, и вот сегодня приехали в Баткен специально для этого. Это очень красивый цветок. Я впервые вижу этот цветок. Я так долго хотела увидеть его вживую. Он очень красивый. Говорят, что он цветет раз в 7 лет. Лет 50 назад житель дома, близлежащего к заповеднику Айгуль, посадил семена цветов в уголочке своего двора. Последние 5-10 лет его двор превратился в цветник, а от гостей нет отбоя. Хозяин дома рассказывает им интересные факты о редком цветке. Этот цветок посадил мой отец. Сколько себя помню, он растет у нас. С тех пор, как запретили въезд на территорию природного парка, все гости идут к нам. Очень много приезжает из Узбекистана. Айгүл чыкты азыр антип бир кулактан болуп чыгып калды. Булар эми 7 жылда гүлдөй баштайт. Служба лесного хозяйства запретила въезд на территорию природного парка Айгуль-Таш с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2026 года. Данное ограничение введено в целях сохранения и размножения этого редкого в мире цветка. Лесники вот уже второй год пытаются посеять цветок, разбрасывая семена на противоположной стороне горы. Мы проводим работу по увеличению популяции этого растения, сеем его семена. В следующем году въезд в парк будет разрешен. И чтобы представителям старшего поколения не пришлось высоко лазить в гору, чтобы видеть цветок, мы сеем его у подножья. Также строятся лестницы и смотровая площадка. Отметим, что для превращения природного парка Айгуль-То в туристическую зону Баткена государство выделяет средства на строительство мест отдыха и лестниц, чтобы взбираться на гору. В следующем году, когда ограничение будет снято, в парк Айгуль будут приезжать множество туристов. Халия Душибаева, Улан Макамбаев, Адыл Розалиев, ЛТР, Баткенская область.